с коми-языка современного, да, то есть состоит из двух корней сол, понятно, соль, и постприлог дор, то есть расположенный рядом с чем-то. Если перевести на русский язык, дословно получается усолье, русское, да, слово. То есть это запись от 1384 года в летописи есть. То есть мы из этой записи можем понять, что раз название зырянское, да, население было вот именно предки современных коми, зыряне, они уже знали о том, что здесь из-под земли выходит некий источник с соленой, с минеральной водой, и мы не можем сказать, пользовались они или нет вот этим источником, добывали ли они соль, но мы знаем, что самая знаменитая соливары местная, да, это, конечно же, семья Строгановых. Строгановы приходят сюда в конце 15 века, и самый знаменитый промышленник это Ионикий Федорович Строганов. Он получает наследство от отца дом и половину Варницы, всего лишь половину Варницы, да, то есть она была еще пополам с кем-то поделена. И в течение 20 лет он становится практически монополистом по добыче соли здесь, в Сольвычегодске, а промысел был очень серьезный, то есть по берегам озера сохранилось до сих пор еще множество деревянных рассолоподъемных труб вот такого диаметра. Из лиственницы они делались, либо из осины. Сохранились с того самого периода, то есть 17-го, возможно, даже 16 века. И мы знаем, что вот еще 70 лет назад сохранились фотографии. Буквально весь берег был ими усеян тыками. Он уникален тем, что это вклад женщины в Благовещенский собор. Все-таки после смерти своего мужа Евдокия Нестеровна Строганова стала главой семьи, какой-никакой, недолго, но была. Вот, поэтому, конечно, это очень интересно. Вкладная надпись есть с обратной стороны, прямо вот вложена, там она гравированная. Уникален еще тем, что мы видим здесь в присутствии всех ювелирных техник, которыми в свое время обладали мастера сольвычегодских мастерских строгановских. Да? Мы видим здесь тончайшую ткань, великолепной работы. Не говорю уже про чернь. Все мы знаем устюжскую чернь, да? Здесь чернь именно наша, сольвычегодская, здесь занимались этим. Настолько тонкая работа, что мы видим даже лица, вот небольшие точечки, носик, еще что-то. То есть настолько тонкая работа, и на каждой вот это вот ярусе, где мы видим квадратики, это посвящено, значит, прославлению Богоматери. Можно сказать, что это целый акафист ей. И там даже есть надписи, то есть вы потом поближе посмотрите, значит, надписи все гравированы и сделаны чернью. Как делается чернь, в принципе? Идет сначала гравировка штихелями по металлу, потом приготовляется специальный раствор, наносится на металл, обжигается в печи, потом шлифуется, и то, что осталось вот в этих вот канавках от гравировки, остается внутри. Вот сейчас у нас есть бормашинки, у нас сейчас есть различные лупы, микроскопы и тому подобное. Когда я занимаюсь реставрацией, я пользуюсь, да, вот как бы техникой определенной. В начале 17 века такого, естественно, не было. И люди делали все вручную или при дневном свете, или при лучине. Я, честно говоря, до сих пор, я знаю, как это все делается. Я делала это сама, да, когда училась еще в реставрационном училище. Но я не представляю, как это делали раньше.